Общественная палата Абхазии предложила участникам бессрочной акции прекратить голодовку и начать обсуждение решения вопроса за столом переговоров при содействии членов палаты. Секретарь организации Гули Кичпа отметила, что члены общественной палаты поддерживают активистов. Она напомнила, что вопрос принятия 20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции здесь, в общественной палате, неоднократно обсуждался, а выводы и предложения были направлены в парламент. Член общественной палаты Руслан Хашик коротко обозначил тезисы встречи. Он также подчеркнул, что сегодня главная задача общественности – это забота о здоровье Ивана Ачба, Асиды Кортуа и Джансуха Адлиба. Я хочу, чтобы мы маленькими шажками двигались вперед. Первый тезис. Принять наше предложение для обсуждения, перевести диалог сюда. Второй тезис. Сейчас Наталья Викторовна предложила нам, она депутат парламента, она имеет право законодательной инициативы создать группу по синхронизации всех этих законов. Третье предложение поступило идти на компромиссы, чтобы дальше двигаться, сотрудничать 3 института. Ваша инициативная группа, общественная палата, парламент республики, чтобы дальше двигаться вперед. Гули Кичпа рассказала и о том, что на эту встречу были приглашены депутаты Народного собрания. В итоге пришла только Натали Смыр, которая рассказала о том, что накануне была на площади Свободы, где и проходит бессрочная акция. Но диалога с голодающими не получилось. В стенах общественной палаты она в очередной раз предложила активистам инициативной группы обсудить закон, подчеркнув, что он нуждается в доработке. Я воздержалась по данному законопроекту. Объясню почему. Потому что я тогда процитировала, и сейчас повторю, он сырой. Давайте сядем, проштудируем от А до Я весь принятый нами закон, который вступит позже, с 1 января 2021 года. Давайте сядем, отметим пункты. Вот этот пункт согласен, не согласен. Это приведем в соответствие. Я еще раз могу предложить свою работу, свое участие. Требования участников голодовки озвучила общественный деятель, член инициативной группы Наира Амалыя. Мы, инициативная группа, мы вас услышали, мы действительно очень полезное, много чего подчеркнули для себя и благодарны вам за такое участие и соучастие в этом процессе. Но требования у наших голодающих остаются прежними. Из площади они уходить не будут. Хотя я ужасно не люблю революции, площади, но они там будут стоять. Выступление общественного деятеля дополнили и другие участники инициативной группы. На самом деле, 2 состава про рызык, а вот закон я 1,5 года назад мы говорим, будет. 2 месяца дайте, будет. 3. Вы знаете, за 8 лет я привык к, как бы сказать, бюрократической. Вот я знаю, вы мне говорите, я вам говорю, и мы вот это в таком режиме. Не все, уже сотни, тысячи людей, 700 человек поставило за один день подписи. 700 человек. Люди, вот эту тягомотину, да, они не будут играть. Они не будут, то есть все зашло слишком далеко. Одна из участниц голодовки, Асида Кортуа, заявила, что больше не верит депутатам парламента, что участники акции устали ждать, и им надоело все время быть обманутыми, и именно поэтому акция будет продолжена. Спасибо вам, честно, от души. Вы единственный вот так, кто нас встретили, кто нас выслушал. Мы в рамках закона тихо, спокойно будем сидеть, пока наш парламент не примет этот закон. Я вам объясню, почему. Имея мораторий на смертную казнь, они приняли закон о смертной казни. Правильно? Они же сделали вот это, все вот на ура приняли. Я сама читала, и еще пустили его в действие. Пусть будут добры, принимают закон, который помогает жить. Пусть прекратят принимать законы, которые уничтожают наш народ. Хватит уже! Руководитель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба также выразила поддержку участникам бессрочной акции голодовки. Мы, женщины, преклоняемся перед вами за вашу, я не знаю, стойкость. Это же не просто от безделия вы там сидите. Вы понимаете? 4 дня, я очень переживаю, не дай бог, какая-нибудь будет трагедия. Это будет трагедия об сны. Но если
дошло до той границы, когда вам совсем плохо, я вас очень прошу, обсудите, я это прошу вас, прислушайтесь к палате тоже, ну что-то, чтобы, но обещаниям уже верить просто невозможно. С понедельника начиная, ветераны войны, женщины подключаются к этой акции, голодать мы еще как бы нет, но морально мы будем с вами там, с транспарантами и так далее, все, что надо, мы рядом с вами находимся. Члены Общественной палаты на протяжении всей встречи призывали участников акции прекратить голодовку и перенести акцию с площади Свободы в здание Общественной палаты. О призывах Общественной палаты и итогах встречи сразу после ее завершения рассказал Руслан Хашик. Естественно, все требования, которые они сейчас выдвигают, надо соизмерять с возможностью и вообще с регламентом работы парламента. Наша просьба заключается в следующем, чтобы участники акции прекратили голодовку на площади. Мы предоставляем площадку Общественной палаты, чтобы здесь на постоянной основе они вели бы встречи при нашем содействии с депутатами парламента. Во встрече принял участие депутат парламента Натали Смир. Она предложила выступить с инициативой об организации рабочей группы по согласованию доработки закона. То есть есть интересные позиции, предложения. Все зависит сейчас от участников акции. Участники бессрочной акции с большим уважением отнеслись к предложениям Общественной палаты, отметили, что готовы сесть за стол переговоров, однако прекращать голодовку отказались. Мы очень с пониманием отнеслись, ценим их желание нам помочь. Мы это принимаем, но отказываться от нашей акции мы ни в коем мере не можем, считаем ненужным, потому что вся разница Общественной палаты и нас, стоящих на площади, то, что Общественная палата парламенту может рекомендовать, а мы можем требовать. То, чем мы занимаемся на площади, это требования. А Общественная палата, то есть мы от требований, если перейдем к рекомендациям, мы уже 8 лет рекомендациями занимались, просьбами занимались. Это привело нас ни к чему. Ни к чему. Мы не были услышанными. И вот тот шаг, та акция нашей голодовки возникла из-за того, что мы не услышаны. Мы от просьб, от рекомендаций перешли к требованиям. Вот все отличие. Когда мы не справимся, когда упадем в голодный обморок, продолжат наши братья, наши друзья, наши единомышленники, которые там стоят, которые за 20-ю статью граждане Абхазии. Вот такой на нас подход. Сразу после завершения встречи Асида Корто и Джансу Хадлиба вернулись на площадь Свободы. Саид Барганжи, Степан Мартиросян, Артур Каландия, Абхазское телевидение.